Празднование Великой Победы стало основной темой встречи вице-премьера Рустема Келехсаева в рамках проекта «Открытое правительство». 207 ветеранов получат жилищные сертификаты. Участники ВОВ будут поддержаны материально. Школам Северной Осетии присвоят имена героев Советского Союза, выходцев из Северной Осетии. К празднику запланировано открытие геронтологического центра. Здесь ветераны получат медицинскую помощь, смогут пройти курс оздоровления и реабилитации. Если брать 2014 год, то порядка 520 человек им было предоставлено санаторно-курортное лечение. Если говорить о единовременных выплатах или частных обращениях по поводу материальной помощи, то, естественно, эта помощь оказывается тоже в течение всего года. Помощь оказывается в ремонте жилья, помощь оказывается на приобретение, какой-то бытовой техники. В Северной Осетии прошел полуфинал СКФО – национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. 147 участников соревнуются в умениях и знаниях по 20 специальностям. Сварщики, каменщики, трактористы, кондитеры и не только. Победители представят регион на финальных соревнованиях в Казани. Глава республики Таймураз Мамсуров смог лично убедиться в мастерстве участников. Те навыки и знания, которыми они овладевают, и которые они уже демонстрируют, позволяют говорить о том, что это будут самые востребованные люди на любом производстве. После прошлогодних соревнований, которые прошли у нас в республике, на некоторые очень важные для нас специальности конкурс увеличился в 4 раза. Дефицит специалистов рабочих профессий остается проблемой для Северной Осетии, утверждают в Республиканской службе занятости. В службе занятости на сегодняшний день 977 вакансий, и 70% из них – это потребность квалифицированных работников. Это и токари, это электрогазосварщики, это водители, это строители. В Комитете по занятости населения функционируют программы профессиональной ориентации, переподготовки кадров рабочих специальностей. Сделать рынок труда сбалансированным – основная задача ведомства. Сейчас в поисках работы сотни юристов и экономистов, и найти ее шансы невелики. На 2 зарегистрированные вакансии для юристов претендуют 128 дипломированных специалистов, а для 220 безработных экономистов подходящей была всего лишь 1 вакансия. Найти работу после окончания вуза для Дзеры стало проблемой. Зарабатывать пошивом одежды ей подсказали в службе занятости. Сейчас у нее свое ателье и стабильный доход. Я как пример перед вами, могу сказать, что это на самом деле очень полезно и не для галочки все делается. Я смогла приобрести необходимое оборудование, купила фурнитуру, завезла ткани. Сейчас мы шьем платья для выпускных вечеров. Определиться с выбором профессии Марату помогла мама. Сегодня он не сомневается, что сможет хорошо зарабатывать и построить дом уже для своей семьи. Самое главное – терпение и желание. Вот построишь, приятно смотреть. Это не передать. Еще 4 года назад в строительном техникуме был недобор студентов, однако сегодня конкурс на место 1 к 2. Выпускники профессиональных образовательных организаций могут поступить в вузы без сдачи ЕГЭ. Достаточно диплома. Но для многих это не главное в выборе. Они находят себя в профессии. Эти перестроечные времена, они все-таки дают понять нашей молодежи, что лучше всего самому что-то производить, быть участником этого строительного процесса, нежели ждать, что придет кто-то другой и вместо него будет заниматься непосредственно вопросами специалистов среднего звена. Это плиткорез. С его помощью укладывается самый точный и необычный рисунок. Мастер, обладающий подобными знаниями, в день зарабатывает от 2 до 4 тысяч рублей. Специалисты рабочих профессий остаются самыми востребованными на рынке труда.
Сегодня мы поговорим о развитии профессионального образования в Северной Осетии с заместителем министра по развитию Северного Кавказа Михаилом Развожаевым. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Мы с вами находимся на WorldSkills. Поделитесь, пожалуйста, с нами впечатлениями от увиденного. Очень качественно организована площадка. В этом смысле республика очень постаралась, потому что действительно те 20 специальностей, по которым сегодня проходят соревнования, организованы отлично, хорошие эксперты, хорошие условия, предоставлено все, что нужно, чтобы ребята проявили максимально свое мастерство. Почему важно очень то, что сегодня происходит? Потому что сегодня у нас на Северном Кавказе в целом главный вопрос – это вопрос кадровый, что есть инвестиционные проекты, есть темы и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Вот то самое импортозамещение, о котором, наверное, многие слышали, но не понимают, что. Это, по сути, если перевести на русский язык, те продукты, которые мы покупали за границей, и промышленные, и продуктовые, мы должны научиться быстро и качественно производить у себя. В этом смысле у Северного Кавказа очень большой потенциал для вот именно таких проектов. Но одно дело, есть люди, которые готовы в это вложить деньги. Другой вопрос, что есть технологии, которые можно привести, и достаточно быстро организовать процесс. Но ключевым моментом остаются люди, которые придут туда работать. Это те ребята, которые не просто туда придут и будут долгое время вникать в процесс, но которые знакомы с оборудованием. Если это сварщик, то это сварщик мирового уровня. Если это предприятие пищевой промышленности, это человек, который должен понимать, какие продукты, как они, что. Вот как раз для этого есть такие соревнования, чтобы зафиксировать уровень. А следующий шаг, чтобы нужно вот эти вот стандарты, которые есть на соревнованиях WorldSkills Russia, перенести в систему профессионального образования и готовить и рабочих специалистов вот в наших техникумах, значит, в наших училищах и так далее по этим стандартам, чтобы когда человек выходит, он был готовый специалист, он пришел на предприятие и сразу начал трудиться, получать зарплату, соответственно, делать качественный продукт. Вот это вторая задача. Перевод стандарта WorldSkills в систему профессионального образования. Поэтому, значит, первый момент. Прекрасно, что проходит WorldSkills, потому что мы фиксируем то, что у нас сейчас есть. Второе, это большая работа на будущее, для того, чтобы это перевести в систему образования. И третье, это очень важно для Северного Кавказа и для всей страны. Маленькие ступеньки одного большого дела, которое касается создания нашей и продуктовой безопасности, и нашей промышленной, так сказать, безопасности. Потому что, вот как правильно сегодня там Таймураз Замбекович сказал, если мы умеем сами построить дом, посадить дерево и так далее, значит, мы непобедимы, и наша экономика, соответственно, она будет крепкой, и она, так сказать, будет действовать в любых условиях, в любых мировых турбулентностях. Михаил Владимирович, какая работа проводится для профориентации и дает ли она свои результаты? То, что мы сегодня видим, вот это вот соревнование, мы уже посещает огромное количество школьников. Вот это самая лучшая профориентация. Потому что когда ты пришел, не просто тебе рассказали на уроке, или ты где-то в книжке ты прочитал, или там те родители что-то, а ты сам поучаствовал, вот мало, там школьник пришел, он увидел, что значит быть сварщиком, что значит быть пекарем, что значит быть парикмахером или дизайнером. И вот он через это понял, а нравится ему это или нет. Вот это на бытовом уровне и есть профориентация. И вот WorldSkills — это одна из лучших профориентационных практик в этом смысле. Отдаст ли она результаты? Но это движение только начинается разворачиваться по всей стране. Но это мы увидим в ближайшее время. Я думаю, что результат должен быть. Ну вот в Северной Осетии уже не первый раз WorldSkills. Может быть, есть какие-то данные, что вот повысился интерес к таким профессиям? Ну, очевидно же, по уровню команд, которые приехали, да. Сейчас, пожалуйста, вот полуфинал уже российского чемпионата. Команды из всех республик Северного Кавказа, со всех субъектов. Приехали коллеги и друзья ваши из Южной Осетии, приехали из Южного федерального округа. Соответственно, движение набирает обороты, потому что оно имеет прикладную пользу. Потенциал Северной Осетии, какие проекты у нас будут реализовываться вот в ближайшее время? Потенциал Северной Осетии огромный, потому что вот недавно был визит министра, смотрели огромное количество предприятий в сельском хозяйстве, которые сейчас как раз вот этим импортозамещением занимаются. Есть проекты, связанные, значит, соответственно, которые в сфере малого и среднего бизнеса. Как бы мы эти проекты должны обеспечить кадрами, это вот совершенно точно. Какие планы на будущее, что нам ожидать в ближайшие пару лет? С появлением министерства нужно ожидать, по крайней мере, более четкой координации всех процессов на Северном Кавказе. Мы считаем, что наша главная задача – это сделать так, чтобы все отраслевые усилия Минпрома, Минобра, вот разных министерств были таким образом сосредоточены на территории Северного Кавказа, чтобы давали максимальный эффект, чтобы это не были не только разнонаправленные движения, чтобы это все было в одной логике: производство, кадры, соответственно, инвестиции,
проекты, чтобы все это собиралось и управлялось, как бы, условно говоря, координировалось вместе, естественно, с руководством, прежде всего, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, чтобы это была единая политика государственная во всех отношениях. Вот это главная задача министерства. Спасибо большое, удачи в делах.